Друзья, всем доброго утра. Ну что, наступил третий день, как я приехал в гости к Сергею в Вологодскую область, на его кордон. Домик, рыбацкий домик, зимовье, избушка, кому как удобно, в общем. В этих местах я третий раз, приезжал я в конце августа, летом, так скажем. Повезло с погодой, было бабье лето, шортики, лодка, хорошая рыбалка. Был я и по последнему льду здесь. Тоже неплохо отловились, с погодой все классно, повезло. А вот третий раз ребят попали, так скажем, в плен. В этом году настоящая зима, всем досталось, очень много снега, морозная зима, настоящая в целом. Давно таких зим у многих не было, ну и как бы в связи с того, что большое количество снега, естественно, в конце зимы ожидайте суд, наледь, рыбаки меня поймут. Есть такие места, где вода, ребята, выходит на поверхность, затапливает площади, и под снегом, ребята, она не замерзает. И как раз, кто имеет снегоходную технику, частенько попадает в такие капканы, и бывает, что не просто оттуда вырваться, в зависимости от глубины, от мороза, ну и от техники, естественно. Это четвертая часть, ребята. В первой части я показал, как раз именно нам тяжело далась эта дорога. Мы пробивались, затаскивали вещи, копали технику. Во второй части немножко бытовухи, добрались до домика. Домик не видел людей полгода, оживляли дом, так скажем. В третьей части пережидали погоду, была очень сильная пурга, метель. Вот. Занимались бытом, готовили кушать, высыпались, даже немножко позанимались в избе кое-какие полками и так далее. Ну а сегодня, ребята, ночью стукнул мороз, 19 градусов, проснулись утром, было уже 20 градусов. Соответственно, есть возможность, ребята, попробовать выскочить. Так что давайте начнем, ребят. Это четвертая часть, повторяюсь. Приятного просмотра. Доброе утро. Ань, ты даже засунула? Или все поздно? Я говорю, чуть прохладненько. Ну давай, Серег, открывай свои карты. Нет, не покажу. Нет, не покажу. Так. Это снегоход. Угу.
На озеро беру, ребята, хлеб, мясо. Жарить это, понятно, все готово. Но я думаю, мы не заедем. Ну попробуем. Что-то мы устали ждать, как говорится. Попробуем, ребята. Попробуем. А пробовать нечего. Мы сейчас провалимся здесь сразу в начале. Нам лучше планово готовиться к выезду лучше. Сергей хочет. Ладно, сейчас попробуем. Опа. Так. Все готово. Сейчас тормозок подойдет. Заварим. Ну, на всякий случай, чтобы было, как говорится. Землячки мои. О. Солярка есть, ребята. Сейчас на избу оставим здесь солярку. Вот это мы берем по-любому. Вот на избу.
пиздец нахуй. Жопа полная. Что, вода? Вода. Я тебе говорю, Сереж, это рыпаться бесполезно. Заднюю давай. Не, он встает. Бесполезно, Серега, не газуй. Технику домой. Чистите все. Бесполезно, я тебе говорю. Ёбаный в рот. Ну да. Вот и все. Я тебе про то и говорю, что это конченая тема. Один вообще не сможет ничего сделать даже. О, воды, ребят, видали? Капитально, блядь. Вот ты, Сереж, в лук не попадал, походу. Это же тюрьма. Это же капитальная тюрьма. На озере это тем более. В тайге еще можно, да, деревом спастись. А это тюрьма. Это пиздец. Самая опасная хуйня. Надо попасть в лес. Вот это вообще надо много. Снег убираешь, а вода приходит. А от нее не избавишься. Дёрнуться не можем, пацаны. 15 метров. Капец, блядь. Копаться надо, ага. И нахуй жерлица, блядь. Что выехать бы нахуй. Так что, Серега, я тебе говорю, сидим дома. На выезд вот по Буранке надо, чтобы примерно. И все. Да, я тебе говорю, это все бесполезняк. Жопа. Что думаешь, изменилось за пару дней? Да нихуя тут не изменилось, блядь. Вода давится. Нам бы еще выехать, понял? Выезд такая же тема. Вот там оттуда надо ехать. Капец, блядь. Фу, блядь. Все? Давай пробуем. Пробуем? Давай. Налево прилип. Прямо вперед.
накапывать, натоптывать. Больше никак. Ты сейчас на льду стоишь. Да, Понял? не знаю. О. Соответственно, там у тебя там не земля, он не цепляется. Там вода. Это суд называется. Сейчас она полностью откапывает. Когда один, это пиздец. Понял? Вдвоем еще как-то интереснее. А если мороз 20 градусов, это жопа. Все, считай пропало. Эх, блядь. Видишь? О, смотри. Вот там порка уже, да? Тебе надо, Серег, надо выезжать на нее. По-любому. Там чистимся и домой. Нет. Ну понятно, что она не промерзла. Но она хотя бы держит, понял? Площадь эту. Пиздец вообще. Вообще никуда. Какие жерлицы нахуй. Вообще же ноль. Валить отсюда надо, Серег. По добру, блядь. Убираться вообще. Завтра вообще валить надо отсюда, Серег. Надо вывозить все нахуй, все вещи. Там вода, видишь, блядь. Это не снег. Она прибывает постоянно. Да, ребятки. Ну, в целом, я, в принципе, другого и не ожидал. Хотя была надежда, что после ночного мороза, градусов 20, может какая-то корочка появится. Но, к сожалению, даже ходом, ребята, на второй скорости, на спидометре 85 км в час, техника не пролетела. Зарылась, встала и прилипла. Все. Когда снегоход дорывается до льда, садится на лапы, вся эта каша прилипает. На лапы я имею в виду, куда ставятся ноги. Соответственно, все. Он ни вперед, ни назад. Нужно окапывать, нужно очищать морду, очищать все возле снегохода и пытаться раскачивать вперед-назад, вперед-назад. Только тогда как-то что-то получится. Немножко подытожу по поводу расстояния. Писали люди, что для чего пешком возле избы поставить жерлицы и все. Да, ребята, изба от воды недалеко, метров 30. Но все остальное, метров 150, это рогоз, это не глубина. Дойти до первых жерлиц нужно метров 200 с глубиной сантиметров 30. Вторая точка примерно, как мне помнится, километра 1,5 от избы. Вот. Ну и дальние точки это 4, 5, 6, 7 километров, где можно расставлять жерлицы, потому что у Сереги они указаны в навигаторе. Просто так пойти и накидать это не получится. Соответственно, без снегохода здесь делать нечего. Рассказал Сереге, как попадали мы, как мы выезжали, бурили лунки, втыкали жерди, лебедились, выезжали, помогали друг другу. Сначала один снегоход, потом другой. И бывало, что часами просто занимались вот такими делами. Соответственно, слут, ребят, это коллективно. Если есть где-то слут, хорошо бы было, что были 2 снегохода или были какие-то люди. Одному, ребят, это очень опасно. Идем дальше. Не газуй. Сереж, не газуй, потихоньку. Давай назад. Назад. Ага. Все, сейчас потихоньку давай.
Вот изба, ребята. А вот мы попробовали. Все, копал я, копал. О, по сапог. Там дальше было больше, когда вчера шел я. О, вот столько воды. Копаешь, а вода все равно приходит. Это не снег, это снег, когда ты копаешь, и у тебя его нету. А вода все равно, она прибывает. Фу, бля. Какие нахуй жерлицы? Никаких. Сейчас домой окапываемся. И все. Рыбалки не будет в этом году. В этот раз. Я просто тут все копал. Жопа. Да. Ну вот так вот, ребят. А это еще снега сверху. Столько вот так. Вот и понимаете. Ладно. Он там уже забурился. А, мы ж и лебедились, в общем. Серега говорит, шнек, говорит, поставлю. Я говорю, ты его загнешь. Добрый вечер. О, он там уже застрял. Нам бы выехать бы отсюда просто. Что там говорить-то, блядь? Я ему сказал, по буранке надо ехать, аккуратно. Не газуй. Он ничего не может привыкнуть к этой технике. Потому что техника новая. У него еще не было такого опыта. И, соответственно, он роется. Я говорю, не газуй так, не газуй. Ты прорываешь, подушку-то рвешь. Она нужна. То, что там она по льду, она по воде ходит, она не делает того. Нужно сразу с ней какой-то лед, чтобы она как-то цеплялась, получается. Там зарылся, походу. А выезжать я даже не знаю, ребят, как выезжать там. Эх ты ж-то. Ёшкиш. Капец. Жопа вообще. Жопа. Пытка не пытка, да, Серег? Капец. Капец. Это жопа, блядь.
Это не пытка. Попытка, блядь. Надо все снимать. Че, все завязано? Ага. Капец. Снимай так, ну вытаскивай. О. Так снимать себя будет все. Давай так достанем. Подожди, не ломай можно. Все. Заедем. Смотри. Ну, я понимаю. Ну что, ребят, попытка была. Но она очень чревата. Нифига мы не смогли. Не проехали, не прошли, не проползли даже. Я ничего не говорю. Серега, короче, в крайности уже упал и пешню на лебедку, и шнек на лебедку. Ах, да, не, сегодня не едет никто. Соответственно, короче, живем просто в избе, кушаем, отдыхаем. Ну, немножко строимся. Да, Сереж? Что-нибудь построим, поделаем. 8 марта, всех с 8 марта. Женщин с праздником. Ну, у нас праздника нету. Мы не проехали. Нифига. Еще выехать надо будет отсюда, конечно. Слушайте, ну я первый раз так попал в такую ситуацию. Даже возле избы, так, если так разобраться, вот поставить, ну, нифига не поставить. Ладно. Обидно, досадно, ну ладно.
Ребят, добрый вечер. Я диспетчер. Кимарнули маленько. Приехали. Эх ты ж. Вот попали, да? Попали так попали. Я даже переживаю, как выезжать будем просто. Все перемело. Даже то направление, которое накатано было, она, скорее всего, ее перемело. Соответственно, будем тыкаться. Сейчас попытка, которая была, мы даже бур, Серега бур, лебедился за бур, за пешню. Бур вот так. Ну, шнак я имею в виду. Капец вообще. Завтра у нас будет, шнека у нас нету. Тут есть брусок, который нужно было бы положить было бы в корыто и делать лунки, получается, забивать этот туда брусок и пытаться через него тоже выехать. Нормально, кстати, тема, когда есть лебедка. Тяжелый снегоход, сейчас завел его туда-сюда. Там смотрю, у нас, короче, подвеска-то вся замерзла уже. Надо чистить, сейчас пойду чистить. Да и что-то надо на ужин готовить. Завтра, ребята, у нас не плановый выезд будет. Не плановый. По идее, мы должны еще оставаться. Ну, валить надо отсюда. Как-то по добру, по-хорошему, как говорится. Сегодня воскресенье, вчера суббота, пятница. Никто не заехал вообще, ни души. Это говорит о том, что жопа. Никто не может проехать. А мы, дураки, проехали. На свою голову. Ладно, что. Это показываю для того, чтобы, ребят, чтобы понимали, что это не просто так. Это серьезно, это опасно. Это в первую очередь опасно, конечно. И когда я у себя куда-то уезжаю, я лучше делаю дорогу одного, как бы так езжу. Потому что когда вот ты заезжаешь с полными санями, с палатки, печки, ну у меня же по-другому никак, я же не езжу на избу. У меня много вещей ненужных, так скажем, да, допустим, если этот заезд тебе без палатки, без раскладушек, без печек, без, там, я не знаю, столов, стульев, вот, это очень огромный вес. И то у нас много, по топливу у нас там, туда-сюда, живец бедолага мрет. Хоть, не знаю, делаю лунку, да выпускай его, не знаю, Серега, я говорю, может продашь его, что-то еще такое. Да. О, поспал. Голова болит, блин. Лучше бы не спал. Ну, надо что-то покушать, приготовить. Серега лег. Короче, Сереги настроения нету. У меня нет настроения. Да, у кого настроение? У вас тоже, наверное, нет настроения, да? У тебя есть настроение? По-любому нет. Завтра неплановый выезд. На дачу, наверное, поедем. Добраться бы. Ну, нам добраться бы, конечно, до машин. Там-то все понятно, по накатанной пойдет. Там на дачу потом приедем, да что. Завалимся спать там нафиг. 8 марта. Всех с праздником. Вот это приключение, Вася! Серега! Серега спит. Я даже не знаю, ребят, что. Даже неохота что-то снимать, честно. Ну, просто хотелось показать, что вот реально мы не пробились просто и все. Никуда. Точнее, до избы-то мы доехали. Как доезжали-то, это понятно. А вот куда-то туда ныркаться никак. Еще никак. И как тут все это будет, это еще сколько времени надо будет, чтобы этот снег стал. Или мороз какие-то нужны, или что-то еще. Ну, я хрен знаю, короче. А это, в принципе, положение везде вот так сейчас. Так, ладно, что-то надо сковородочки поджарить. Что-нибудь, не знаю, суп сварить. Или что. А что суп? Зачем смысл на ужин суп? Не знаю. Картошка есть. Картохи, может, пожарим? Будешь? Будешь.
О, и далее, ребята, как катаемся. Стрёки дров надо заготавливать. По весне надо бы сушенку пару перевести. Да что ты не хочешь тогда? Обратно иди. Пока, ребят, не солю, не перчу. Чтоб корочка была. У нас здесь порядочек. Полки сделали. Полки тоже классные получили. С этой стороны. С этой стороны. А делать нечего. Так, что-то пошумели. Тут телевизор, кстати, есть, у Сереги есть. Надо запустить его. Может, телек посмотрим. Первый канал. Сережа спит. Всем привет. Время, ребят, 7 часов. Сейчас на ужин буду будить. Красота в избушке. Тепло, хорошо. Вообще класс. Ну все, друзья, вот и закончилась очередная рыбалка, очередная экспедиция. Как многие пишут, как ты можешь называть рыбалку экспедицией. А как, ребят, такое приключение назовешь экспедицией? Вроде все стандартно, все просто, но на самом деле в каждой рыбалке, в каждой поездке
какие-то приключения. Я же не езжу у себя рядышком. У себя рядышком это рыбалка. А когда уезжаешь за 1000 километров, находишься в другой области, в другом городе, без связи, я считаю, что здесь много чего может произойти, и не только с заездом, ну и по здоровью, по каким-то поломкам и так далее. В целом, ребят, на следующий день мы не уехали, а в избе мы провели еще целые сутки. День сурка, в принципе, все как стандартно, все как обычно. Встаем, готовим завтрак, точнее доедаем вчерашний ужин, добавляем яиц и стандартно завтракаем. Умываемся, что-то ковыряемся по избе. Изба за это время стала уже своим каким-то родным домом. Настолько все удобно, уютно, по-своему. С Серегой провели очень много времени именно по разговорам. Много общались, шутили, рассказывали какие-то истории. В целом очень сильно сплочились, еще сильнее. Разговаривали на разные темы и в целом, я думаю, подружились еще больше. Проводя время в избушке, ребят, делать было совсем нечего. Я старался заниматься хоть чем-то, потому что не могу я просто сидеть, лежать. Манящее озеро, которое 30 метров от избы, говорит, что делать здесь нечего, сводит с ума. Занимался обедом, топил печки. В общем, Серега нашел свой кайф. Очень любит читать книги. И в телефоне, благо, у него очень много книг. Занимался чтением. В общем, отдыхали, балдели. Не знаю, я вокруг избы не находил себе места. Просто надо что-то делать, не могу лежать. Выспались уже. Топил печки, готовил обед, ужин и так далее. Так что, ребят, здесь хотелось бы показать именно, что несмотря на то, что у вас есть техника, там крутая, здоровье, возможности, времени, не всегда получится заехать, ребята, вот именно в такой период времени. Это как небольшая ошибка, да? Я хотелось показать, что на ошибках надо учиться, только не на своих, а на чужих. Переночевали, ребят, и каким-то чудом мы выехали. Каким-то чудом мы выехали. Не знаю, как получилось, но ходом, ребят, мы прошли эту воду. Мы выскочили на основную буранку и добрались до машины. А впереди все стандартно. 17 часов поездом, и я дома. Всем, ребята, удачи, всем мира, всем пока.